После празднования Нового года мать двоих детей Алена Авакшина решила проведать свою квартиру, купленную в ипотеку 3 года назад. Увиденное повергло женщину в шок. В этой квартире уцелел разве что потолок. В критический момент затопления высота сточных вод здесь достигала практически 7 сантиметров. Стоимость ущерба оценили в 300 тысяч рублей. И это при том, что на сегодня собственница жилья вынуждена не только выплачивать ипотеку и аренду съемной квартиры, но и откладывать теперь уже на очередной новый ремонт. Всего за 2 недели начала года квартиру затопило 3 раза. Первые обнаружили случайно, а вот последующие стали уже следствием бездействия управляющей компании. Как отмечает хозяйка квартиры Алена Авакшина, ее звонки и просьбы устранить неполадки общедомовой канализационной системы просто проигнорировали. Ну, как мне сказал директор, он сказал, что он все праздничные дни был, оказывается, в офисе. И со 2 числа я диспетчера долблю, там звоню, говорю, чтобы мне кого-нибудь прислали. Я даже не знаю, что делать. Весь мир застыл. Выходные дни, ни до кого не достучаться, не дозвониться. Там, где просто письма принимают, я туда писала, оставляла, уходила. Естественно, все после праздников только уже начали мне звонить. Причиной затопления в управляющей компании назвали засор общедомовой канализационной системы. И это при том, что основной ремонт здесь был завершен еще в октябре прошлого года. Сюда начали завозить бытовую технику и уже планировали заезжать. И, к слову, в акте о последствиях залива от 10 января комиссия черным по белому написала, что причиной аварии стало замерзание стояка канализационной системы, а не ее засор. Пояснить это разногласие съемочной группе телеканала в управляющей компании отказались. Впрочем, может, прокуратуре специалисты все-таки смогут дать четкий ответ. Прокуратура города Якутска организовала проверку по факту аварии на коммунальных сетях разлива канализации в доме номер 110Б по улице Чернышевского города Якутска. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения управляющей организацией требований жилищного законодательства, в частности, работы аварийно-диспетчерской службы, своевременности реагирования на заявки жителей, а также требований к содержанию общего имущества многоквартирного дома. Алена Авакшина признается, на роскошный ремонт в свое время денег у семьи не хватило. Все материалы брали по скидке, искали где более выгодно. Сейчас за такие деньги уже не вернуть даже то, что удалось сделать. Надежда осталась только на бытовую технику, рабочее состояние которой после таких банных процедур еще будут проверять. Ремонт, мы делали потихонечку. Тоже кафель мы купили в самом дешевом магазине. Не самые дорогие, но сейчас я уже не знаю, сможем ли мы найти такие просто. Поэтому я очень сильно по этому поводу волнуюсь, чтобы тоже не ударяло по карману очень сильно. Как отметили в службе эксплуатации городского хозяйства, подобные потопы для Якутска не редкость. Так, любая влажная салфетка может привести к канализационному коллапсу во всем доме. А еще в разного рода неполадках работы коммунальных служб принято винить якутские морозы. Только в этот раз на них почему-то не ссылаются. Сарглана Неустроева, Стас Потапов, Якутск.